Ремонтно-механический завод – предприятие, специализирующееся на изготовлении запасных частей, ремонте узлов и агрегатов оборудования, использующегося на горно-обогатительных комбинатах. Производственная база сибайского предприятия представляет собой комплекс компактно расположенных цехов, в состав которых входит участок литейного производства, участок по производству кислорода, станочный, электроремонтный и участок, предназначенный для ремонта горно-шахтового оборудования. Появившись в 1960 году как структурное подразделение Башкирского медно-серного комбината, в 2010 году Сибайскому РМЗ довелось пережить реорганизацию, в результате которой предприятие перешло в разряд коммерческой организации. Обслуживание технической базы Сибайского комбината по сей день составляет основной производственный объем предприятия. Однако, получив юридическую автономность, компания смогла значительно расширить географию клиентской базы. На сегодняшний день мы обслуживаем фактически не только Сибайский комбинат, но и Учелинский ГОК. И к нам обращаются предприятия другие, входящие в состав Уральской горно-металлургической компании. Ну вот свежий пример, Урупский ГОК к нам обращался за ремонтом электродвигателей. Если кто не знает, Урупский ГОК расположен в Карачаево-Черкесии. То есть на машине доехать это 2500 километров. Положение дел в 2010 году, когда производство получило коммерческий статус, обнаружило ряд серьезных проблем, существующих на предприятии. Выходу на конкурентные производственные мощности заводу препятствовала не только морально устаревшая техническая база, но и в первую очередь несоответствие требованиям условий труда на рабочем месте. В результате вливания 26 миллионов первый год предприятие обзавелось современной системой газового отопления, освещения и воздухоснабжения. Сегодня коллектив ремонтно-механического завода в состоянии удовлетворить практически любые запросы своих заказчиков. Квалификация специалистов позволяет решать задачи повышенной сложности, вплоть до разработки конструкторско-технологической документации по изношенной или утерянной оригинальной детали. А в результате модернизации технической базы предприятие ежегодно расширяет диапазон производственных операций. Реалии таковы, что оборудование, которое используется горняками и обогатителями, оно становится все сложнее и сложнее. Подземная техника приобретается у европейских производителей под производственными мощностями, которыми обладал ремонтно-механический завод. Раньше справиться с нуждами комбината на сегодняшний день просто невозможно. Поэтому на сегодняшний день достаточно остро встает вопрос о модернизации предприятия. Комплексная модернизация, на сегодня, конечно, это задача трудновыполнимая, это достаточно большие финансовые вложения. А вот такая точечная, чтобы решать конкретные проблемы, на сегодня мы это реализуем. Таким образом, еще год назад для изготовления заготовок из цельнолистового куска металла приходилось применять ручной труд электрогазосварщиков. Сегодня же техническая база предприятия располагает современным станком плазменной резки, адаптированным для серийного производства. В подобной точной модернизации, как отмечает руководство предприятия, нуждается значительная часть всех станков, составляющих техническую базу. Провести большинство реставрационных операций возможно средствами самого завода. Для этого, говорят специалисты, требуется ввести в эксплуатацию промышленный фрезерный станок, простаивающий последние десятилетия. Таких станков было выпущено всего 6 штук. Они разошлись по Советскому Союзу. Они были тогда уже оснащены числовым программным управлением. За те годы, которые прошли после этого, все, что какая была там начинка, она морально, физически все устарело, станок довольно-таки долгое время простаивал. Модернизацией оборудования занимается белорусская фирма «Корп». Работа проводится в несколько этапов. Так, с начала 2016 года капитальной ревизии была подвержена гидравлическая и электрическая система станка. Сегодня специалисты из ближнего зарубежья внедряют современную систему числового управления. С начала 2017 года на эти нужды было освоено более 7 миллионов рублей. Вообще, средства на модернизацию технической базы предприятия являются приоритетной статьей расходов предприятия и отвечает стратегическим целям по укреплению позиций на рынке.
Сегодня ежемесячный объем производства в денежном эквиваленте около 16 миллионов рублей. Норма прибыли из этих средств, согласно предоставленным данным, составляет порядка 5%. РМЗ продолжает планомерно расти и остается главным техническим центром горно-обогатительной промышленности Зауралья. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.